Городская среда, как известно, складывается из множества элементов. Объекты торговли, которые ежедневно встречаются жителям на улицах, один из таких. Хот-доги, бургеры, якутская кухня – выбор на любой вкус и кошелек. Если одних устраивает такая доступность еды, то другая часть активно выражает свое беспокойство. Оно и понятно. Там, где раньше стояла остановка, теперь торгуют шаурмой. В мэрии, однако, отвечают: не беспокойтесь, за шаурмой контроль ведем. В этом году также мы сделали большую инвентаризацию всех НТО, которые стоят на частных территориях. У нас их получилось 182 штуки, из них 46 – это шаурма. То есть на муниципальной земле, например, у нас 22 киоска шаурмы, а на частных 46, то есть практически в 2 раза больше. К сожалению, частную территорию мы пока никак не регулируем, потому что это запрещено федеральным законодательством, гражданским кодексом. Но у нас с 1 сентября вступают изменения в федеральный закон. У нас будут полномочия. Если ты не соответствуешь, если ты нарушаешь противопожарные разрывы, если вдруг у тебя там какие-то жалобы, если ты не получил согласование ресурсников, все, в течение месяца им направляются уведомления, они обязаны либо войти в схему, либо снести свой нестационарный объект. Дров в костер, или в данном случае в тандыр, добавила и точка фастфуда, которая совсем недавно появилась на площади Республики. Продуманное пространство, реализованное в рамках мастер-плана, теперь украшают не только 12 колонн в виде коновязи, но еще и киоск. Безусловно, такое соседство вызвало недовольство у тех, кому уже полюбилась площадь. Я против любых ларьков на площади Ленина. А насчет национальная, ненациональная кухня спрос покажет. Зачем превращать город в большой рынок? Во что превращают площадь? Отвратительно. Где один, там и два. К киоску в скором времени присоединились фудтрак и разномастные ларьки с детскими игрушками. А к стану недовольных горожан присоединились профессионалы. Союз архитекторов республики в открытом письме к властям выразил недовольство таким хаотичным размещением объектов как на площади, так и в целом в столице. Мы же не просто сделали письмо, там, уберите ларьки, да? Мы сделали предложения конструктивные, а именно, как работать с дизайн-кодом. Дизайн-код брендбук разработан для площади республики, но с ним надо очень тактично работать. Нужно всегда обращаться к архитекторам, к людям, которые как бы что-то предложили, и в каких-то небольших элементах вопрос самый простой, где даже поставить, да, то есть просто поставить вот именно в этом месте, почему. Все должно быть очень взвешенно и конструктивно, так сказать, вместе принято решение. В свою очередь, в службе эксплуатационно-технического обеспечения, которая отвечает за наполнение и содержание обновленной площади, отвечают: учреждение при размещении торговых объектов исходило из фактического запроса граждан на базовые сервисы. При этом обе стороны сходятся в одном: вопросы развития городской среды требуют обсуждения. При принятии решения учреждение исходило из фактического запроса горожан на базовые сервисы. Установка нестационарных торговых объектов на площади республики была согласована с профильными органами исполнительной власти. Вопросы качества городской среды и размещения объектов в подобных зонах требуют системного подхода и согласованной позиции всех участников процесса. Безусловно, если мы говорим о еде, то вопрос, где, как, что и кому продавать или подавать, скорее всего, риторический. Я бы даже сказал, вопрос вкусовых предпочтений. Мы можем бесконечно ругать подрядчиков, сетовать на архитекторов, ну или там, не знаю, на грунты. Но один факт остается неизменным. Ни на Дворцовой, ни на уж тем более Красной площади фастфуд не подают. Петр Васильев, Артумен Наговицын, Якутск.